Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk efirde GRT kanalı Din Ruhu programasından. Saygılı seyircilerim, Gagauzyan yaşayanları hem misafirleri. İsterim söylemeye bugünkü kol vermemizi biz yazarız bir başka formatta. Anlatacağım niçin? Çünkü bugün Kireyiz ayın 8'inde Komrat kasabasının yaşayanları, misafirleri, Gagauzyan'ın yaşayanları anırlar Arhimandrit Yulian'ı. Hangisi 3 yıl geri geçindi bu topraktan. Saygılı seyircilerim, Gagauzyan yaşayanlar, misafirleri. Отец Yulian, Monah Yulian, Papaz Yulian burada çalıştı. Komrat kasabasının Ayuzlu Yuan Pretiyeci adına kilisesinde 30 yıldan ziyade. Çin Sabaylenden Komrat'ta bizim kilisemizde geçti panihida, hangisi adalıydı Arhimandrit Yulian'a. Şimdi hepsi insanlar ki bugün geldi bu panihida oturdular. Anma dini, papazı sofrada. Bundan sonra hepimiz beraber gideriz Kapaklıya köyüne. Nerede gömülü Arhimandrit Yulian. Hepimiz beraber orada da bulunacağız panihidada. Bugünkü kulübümüzde seçişçiniz insanların ağızlarından nasıl kaldı? Hepsinin akıllarında Arhimandrit Yulian. Kalın bizimle, kalın GRT kanalında. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Царство им небесное, вечный покой. Когда милостью Божией более 5 лет назад я пришел впервые сюда, первое, что было моей встречей, это действительно встреча с ним. И вы знаете, она больше всего мне запомнилась тем, что он тепло и радушно встретил меня, тепло и радостно. И помню, что я расспрашивал, откуда, где учился, где служил, кто я есть. И потом вот на протяжении всего вот времени, сколько вот с ним был, до блаженной его кончины, мы всегда сохраняли с ним теплые отношения такие. Он был для меня действительно как духовным наставником. Почему? Потому что я был молодой, неопытный, тем более покинув город Одессу, духовники мои остались там. И здесь нужна была некая духовная поддержка. И всегда действительно к нему обращаясь, находил такие вот серьезные, скажем, ответы для своей жизни, которые впоследствии очень мне много помогали. Да и всегда мне было интересно живое общение с ним. Почему? Потому что в его лице здесь открылся храм, его трудами, его стараниями церковь пришла в благолепие. Это в свое время, когда он пришел сюда в 1988 году. И мне что запомнилось, мы часто очень, особенно между службами, всегда садились, и он рассказывал и о истории храма, и о событиях здесь происшедших, и вот, ну, скажем так, минувшие года, что были в его жизни. Мне это всегда было интересно. Почему? Потому что он рассказывал не просто как услышавший эти истории, он рассказывал их как живой очевидец этих событий, скажем так, приложивший немало усилий. И особенно были его какие-то вот, скажем так, выражения, которые вот оставили мне теплое воспоминание о нем. Да, там какие-то вопросы, когда я к нему обращался, он всегда говорил очень четко, очень тонко и лаконично. И всегда вот, что запомнил, у него был хороший такой вот характер юморной.
Он мог в шутку человека, чтобы не обидеть, шутку сказать вот так вот. И это в то же время была как и некая притча, да, но и тем не менее сохраняла собой вот эту вот веселую форму. Вы знаете, мне очень нравилось, как он выходил с народом и пел. Всегда есть, помню, вот он выходил и во время божественной литургии. Я еще с детства помню, потому что было время, я не только в свой храм в селе ходил, но и сюда приходил, потому что мне нравилось, как здесь поют. Здесь был всегда такой интересный хор, да, вот бабушки, но тем не менее как-то вот сладко звучало их пение. Я вот запомнил еще с детства, как он выходил с народом, пел «Святый Боже». А потом, после того, как службу закончили, он выходил опять с народом, пел там молитвы, из богослужения, и люди проходили, получали от него благословение на помазание. Он помазывал всегда святым Илеем. Проповеди его были, конечно, коротенькие, но в то же время просты и доходчивые. Да, допустим. И что мне очень нравилось, он всегда вот как был старший и младшие батюшки, которые были по возрасту, с ним сослужа. Это можно было сказать очень красиво, очень так, знаете, вот отец, собравший своих детей, вот вместе с ним славит Бога. Это было красиво наблюдать со стороны, конечно же, и воодушевляло дальше служить. Вы знаете, прекрасный человек. Жалко, пути Господни неисповедимы, милость Божия, она решила так, чтобы Господь его забрал, но тем не менее мы в его лице имеем там на небе молитвенника, ходатая и тот, который попросит Бога за нас грешных там, чтобы Господь продлил наши дни. Ну и хочется, конечно, и от всей души желаем и молимся. Церковь всегда молится и поминает его каждодневно за божественной литургией. И верим и надеемся, что он стоит у престола Божия и молится за каждого из нас. Для каждого здесь, особенно населявшего этот город, отец Ильян был духовным наставником, многих крестил, многих венчал, у многих принимал исповедь. И для каждого он запомнился не просто как священник, а духовник, наставник, любящий отец. Хочется пожелать ему вечных благ. Пусть Господь его простит, его помилует и даст ему жизнь вечную. Nice açıldı bizim kilise, hem ileri geldi bize dua yapmaya bizimle Atец Üyes, hem Atец İlyan. İsterim söylemezlere bunlar pek pahalı insanlar. Hani getirirler bizim narodu pravoslaviye. Biz hepsimiz kabul ettik vaatizlik, sionuzluk. Hem şükür edeyim Allah'a. Hani bitti o hayırsız işler ki hani bilmerdi Allah'a da yapardı bu işleri. Pek çok gücendem açan iştim Atец İlyan öldü. No şükür Allah'a biz onu andırırız. Tebün gücü son mezarlığına. Yaptık ağaç yok sofra. Ona göre da şükür edeyim Allah'a. Hani Allah başladı bize böyle baba, böyle pahalı baba manak. Hani hepsimize yardım etti. Ben 88'inde açıldık lise. Ben remont yapardı burada. Ben işlerim bir hafta evde, bir hafta işte baba derdi git çocuğum kiliseye yardım et orada remont yapma. Atец Ulyana biz teorete nere pantimon duruyor ikona. Onun yanında işlerdik bütün gün. Abed oldu, Atец Ulyan raz alır beni bu koyacak da o sırada ya paşol giderdik. Benim hakkında bu adam pek işlerdi dedeme. Azarlamardı insanın, ürederdi. 9 yıl bir evdeydim onunla. Dahi bir nikahda muana bulmadı. Hep yürüttü bizi, hep söyledi öyle yapın, böyle yapın ama muana bulmak için nikah kodesin tenafra prostos anaşı. Hepsini pek уважать etti. Azarlamadı kimseyi, pek добродушный. Duyular mı yok bizim aramızda? Duyuluyor pek даже, duyuluyor ama geçim помогать. Bojinka beyinde, Bojinka da aldı. Atец İlyan bu yere kul verilmiş Allah'tan. O da того çok yardımcı oldu. Onun büyük molitvaları. O pek insana yardım etti. Her taraftan. O öyle çoktan слушайте. Ta gepe genç geldi buraya. Da kaldırdı görüyorsunuz. Hepsi jibirde de öyle güzel. Nice heber söylerdi. Kim o küçük Allah'ın ardına. O da
O da hem kahve olacak. Ona da Allah yardım et işte çıkaracak ama kim gitmeyecek Allah'ın ardına pek zor olacak. Baba İlyan o açık canından bir adam. O nice gökte bir yıldızdı. O hangisi götürerdi iyi yoldan. Dediğine karşı sahibi Kristos'a. Ben onunla işlenmedim. Ama ben onu biliyorum. Üzere ben daima girerdim bu Allah'ın evine. Bu kiliseye girerdim daima. İlyan beni karşılardı önce kendi oğlumu. O sarardı beni de koyardı kendi kafasını benim omuzuma çiğderdi ağlama. Hem de o hep yürüderdi. Hep söylerdi hani Alexander git her kere git Allah'a karşı de hiç atılma Allah'tan. Nerede de olsan aklında olsun bir Allah. Dua de senin dualarına göre Allah açacak sana çok iyi işler, çok güzel işler. Biz baba Hülya'nla her kere daima ben açan gelirdim. Biz ona oturardık skavunda. Da çok lay derdik, o bana anladardı çok. Meraklı hem de çok faydalı istoryalar. O da derdi hani Allah anladardı nice sahibi Hristos ziyide yani işte gitti. Önce gerildi kurça, önce verdi kendisi ziyide. Ben de hep yürüderdi hani lam yapma bu yeryüzünde iyilik. Nesi kaldı? Çok silah kaldı akıllı. Hepsimizi ne isterdi? Savaşar, sıra koyma, güzel yapardı. Hepsiciğini ne isterdi hani olsun silah sesleme alamdı. Hepsini büyükleri, küçükleri, hepsinden lamdı bir türlü olma. Hepsinden lafa dururdu. Kilise içinde de burada yüğünde de hepsinden çok silah iyi götürdü ne isterdi. O bir uşak da yok ne istedi hazırladı. Hepsi isterdi. Şükür Allah ona. Allah nesli de yerleştirdi yercizine Allah'ın yardımıyla onun neslisinden belki Allah bize de öyle yerleştirecek ki onu yerleştirdi. Önce o Noanayır, Andrey'le burada kilisede nesliyle unutmayla hepsi batçukalarda, matçukalarda hepsi burada onun için doğada duruyoruz hepsicimiz. Это был человек святой жизни. Понимаете, когда живешь с человеком рядом, общаешься с ним, замечаешь не так ярко, не так не ощущается вот это вот так сильно, когда уже его теряешь. Потому что терять мы его не думали. Потому что он всегда будет с нами, всегда будет помогать нам. Все, что он говорил о будущем, о настоящем, все сбывается. Он был сильнейшим молитвенником. Он оказывал больным материальную помощь, детям, сиротам. Мы это не знали, он от нас это скрывал. Сейчас где-то в Чемишлийском районе есть, значит, живут старики, калеки, инвалиды. Там и старики, и малые дети. Он всегда им помогал. Помогал скрытно. И когда уже он ушел из жизни, мы поняли, что сколько он помогал, сколько он давал скрытно. Вот идите, вы помните, вот тот храм, там бедный храм. Но говорит, что это я дал. Вспомните, пожалуйста, когда вы с ним первый раз увиделись? Первый я с ними виделась, я была в шляпе. Сколько лет назад? Это было 25 лет назад. Я тогда в храм еще не ходила. Он вышел отсюда и, значит, закрылся, Халю закрыл стариков, он молился за них. И вот ощущение такое было, что он дает силы большие. Я говорю, Боже, как ему тяжело. А я была в шляпе, была в брюках, мне было стыдно просто, что я даже устаю по перце храма, но я женщина и пришла в храм и в брюках еще и в шляпе. Честно говоря, мне было стыдно, что меня видит таким священник, монах. И вот тогда мне было стыдно. И как он запомнился мне. Человек, который отдает всего себя, он отдавал людям. Конечно, многие мы его тогда не понимали, многие его не понимали до конца, не понимали его. Но сейчас вот ощущаем. Наши поехали Почаев, им сказали так, что сюда пришли, у вас там есть свой батюшка. Мы не сильнее его,
Даже приехали с Ленинграда, молодые люди зашли, говорят, какая тут благодать, какая тут сила, кто у вас тут священник? И мы говорим, монах, не священник. Он ваш духовным отцом? Духовный отец, духовным отцом был, да. И он не остается мне dуховным отцом. Onu yüzleriz. O her zaman hepsine yardım ederdi. Çok küfür ederdi insanı. Bizim kiliseler kapalı da biz bir şey bilmezdik ama. O hepsini üretti. İnsanı, çok insan girerdi kiliseye. Onu çok sevenleri var. Şimdi bugün küçükler hepsi onun mezarlığına. Allah rahmet eylesin onu, ne diyeyim. Allah ıslah yere koysun onu da. Ama yetişmiyor bize. Neyse boş onsuz kilise. O hep derdi. Var insan diye biraz keyifsiz kendisini duyar hastalan. Her insan da ona yaklaşırsa baçka öyle böyle. O okardı orada molitvasını derdi ama hem büyük molitva neyse oruç tutarsın hem de komkan alırsın. Hem neyse o da biz de hepsimiz öğrendik hani komka lazım alma. Хотя бы bir sıra oruçlarda birkaç oruç büyük oruç olur. Onlar da alma komkamızı te o der hem bek o gidersin doktora ilaç verir ama kilisede ilaç komka. İstem çeketmeti bu laflarla insan doyur. Da nice bir yıldız şılır. Yaşılması enik kunca yavaş geçir. O sayıla da sansın çimçirik çakır. Belli hem silinmez bir iz bırakır. Böyle silinmez iz bıraktı. Батюшка Ulan bizim canlarımızda. Benim mamam onu pek beğenerdi. Daha geçinde o bir yalvardı beni okusun o. Da öyle düştü hani onun smenasıydı. Kızımı svensit etti. Uşaklarımı, nukalarımı vatiz etti. O kadar bir temiz pak canlı bir insandı. Hani ben başka bu dünyada karşı gelmedim. O kadar yalpak bir insandı. Hem becererdi her birine bulma laf, her birine anlaşma, hem de şaka da söyleme. Pek isla bir insandı. Onu yokunca unutma. O bıraktı insanların canlarında kar halis silinmez bir iz. Saygılı seyredicilerim, Gagauzyan yaşayanları ki misafirlerince tayları söyledik. Hani Komrat kasabasının Ayozlu Ivan Preteçi adına kilisesinden nerede geçti büyün panyehi de angısı adalıydı. Arhimandrit Yuliana angısı bizim aramızda şimdiden sonra 3 yıl nice yok. Biz ondan sonra geldik Kapakliye köyüne nerede gömülü bizim monahımız Yulian. Saygılı seyircilerim, Gagauzyan yaşayanlar, İstem Süleyman burada toplandılar. En yakın onun insanları getirdiler akıllarına, onun nasihatlarına, onun fikirlerine, onun derin fikrine. Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, жиси на небесе, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Со духи праведных скончавшихся, душу раб Твоих спаси, упокой, сохраняй его блаженной жизни, я живу Тебе, человека любче. Покоичи Твоим, Господи, и держи святые Твои упокоиваются. Упокой душу раба Твоего, яко единице человека любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты всего сошедеваты, он закованных разрешили. Сами душу раба Твоего упокой. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единочистая и непорочная Дева, Бога без семени родшая, моли спастися души Его.
помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покоении души усопшего раба Божьего архимандрита Илиана, его еже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ягода Господи Бог учини душу Его, и деже праведнее покаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесного и оставление грехов Его, Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже духов и всякие плоти, смерть поправы, дьяволу празднивый, и живот миру Твоему даровавый, сам Господи покой душу усопшего раба Твоего, архимандрита Юлиана, вместе светле, вместе злачне, вместе покойне, отнюдь же отбеже болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение, суденное им, словом или делом или помышлением, яко благий человеколюбец, Бог прости. Яко не человек, и же жив будет и не согрешит, ибо един, кроме греха, правда Твоя, правда вовеки, и слово Твое истина. Яко Ты еси воскресение и живот, и богоусопшего раба Твоего, преснопамятного архимандрита Юлиана, Христе Божий наш, и Тебе славу ссылаем с безначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Иисус святым его покой, Христе душу раба Твоего, и несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Сам Иисус бессмертный, сотворивший сотавы человека, землю по земле создахомся, и землю трижды пойдем, яко же повелелось и составами реки, яко земля еси в землю отыдеши, а вот если человеце пойдем, надгробное дание творящий песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость, Пресвятая Богородице, спаси нас. Честнейших херувим и славнейших без сравнения Серафим, без истления богословородшую сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче благослови. Живыми и мертвыми обладаем, воскресы из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, святославных и всехвальных апостолов, душу от нас приставшегося раба Своего, преснопамятного архимандрита Юлиана, вселении праведных ученик
и в недрах Аврааму упокоит, и с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благ и человека любит. Într-un fericit a dormire veșnică o dignă de reposatul tău, Arhimandrit Ilian și felul veșnic a pomenire. По желанию отца Ильяна, он сам попросил, чтобы он был похоронен возле его родственники. Здесь отец Ильян похоронен в 2020 году, 3 года назад, именно в родном селе Капаклея. Здесь рядом это его брат Симеон, потом сестра Мария. Здесь еще какие-то родственники. Там отец его Автений, потом мать ее Софья и сестра ее Василиса. Царство им все небесные, потому что отец Ильян так и хотел, чтобы он был похоронен rядом с своим родственником. Царство небесное отцу Ильяну. Sevgili kardeşlerim, kız kardeşler, bugünkü günde bizim Prihod'da, Saborda Ivana Krist'le anıyoruz bizim papazımızı, Ateis Hülyan'ı. O vardı Arhimandrit, hangisi doğmuştu bu köyde, burada bu Kapaklı köyünde. Da önce biz bileyiz 54'ün doğması. O öğrenmiş Odessa'da seminariyada, sonra öğrendi Sergey Posat'ta, Zagorsk'ta öğrendi akademiyada bir parça vakit. Sonra böyle Allah'tan oldu ona jürebeye hizmet etmeye Komrat'ta, Katedralni Sabor'da. O bir parça vakit işlemişti Metropoliya'da, Kişinov'da. Ta Vladıka. Da bugünkü günde biz genç papazlar dua ederiz Allah'a, aklımıza getirdiyiz onun işlerini, aklımıza getiririz onun dualarını. Hem de isteyiz hani Allah prost etsin o günahlarını, Allah versin ona iyilik, rahatlık gök padişahlığında necdeni 30 yılın üstüne o hizmet etti Katedralni Sabor'da, kabul ederek insanın ispovedini, insanın üstünoz etti, vatiz etti. Hem de ne var pahalı bizim yaşamımızdan her bir insanı geçirdi, öbür dünyaya Христианчесно insanlar сподобятся олдар действительно правильного, скажем, такого блаженной кончины, чадом юлюсүн кетирел арклисе, не дао, hepsi için dua ederdi. Kendi Ateis Hülyan dua etti, hem de çok işler çalıştı, düzmedi kilisede. Hani kilise dolu kapalı, görev gibi vakit ondan sonra kilisede vardı çok stratejik işler, çok insanlar gelirler, yardım ederdiler. Dolay köylerde o vakitler daha kiliseler kapalıydı. 90. yıllarda henüz yandısı açılardı, yandısı kapalıydı. O kabul ederdi insanı. İnsan vardan gelsin dua etmeye. Da bununla, bu işlerle, bu duasıyla, kendi yardımıyla onlar korudular o vakitler. Komrat'ta kiliseyi korudular insan yüreklerinde bu inanı. Biz genç papazla gelerek bize daha kolay bunu kabul etmeye açan senin yönünde var bir adam o işi yaptı, tamamladı o işleri. Biz bugünkü günde toplandık bizim bütün kolektifle, başkalarla geldik buraya onun mezarına. Biz her yıl geliriz bugün de anarız onu, dua ederiz Allah versin ona iyilik, versin ona bağışış, o da milost Božuyu, Allah eriştirsin onun canını silah yerde. Da biz de savaşırız her kere onun için dua etmeye, Allah versin bize sağlık, kuvvet, da savaşma, anma. Gelecek vakit bize de geçinme, biz de deriz burada veçin toprağın üstünde, bize bir parça vakıda kadar. O için büyük günde biz anlayırız, dua ederiz. Ta kim bilir,
Ateisülana savaşınız gelme mezarına bir çeyici getirme, dua etme da onun canını tebunna sevindirme. Allah prost etsin, eriştirsin onun canını rahatlı sağ tarafta. Ну, служил, как сказали, отец Федор, 30 с чем-то лет Камрате. Мы сегодня, как на 3-й год его кончины, собрались и подняли эти молитвы. Молим Бога, чтобы были приняты эти молитвы. И мы всегда молим Бога, отца Юлиана, и надеемся, что он тоже о нас молится там на небесе. Царство Небесное ему вечный покой. Царство Небесное. Ben çok vakit bilmedim Atец Ильяна. Bukvalno ne kadar açam oldum diyakon. O zaman böyle ondan службалары birkaç geçirdik ve onu tek derinden bilmerdim. Ama şimdi açam ben götüreyim службayı Komrat kasabasında, Ivan Предтеча adına kilisesinde. Burada çok insanlardan işittim. Nesi батюшкaymış, nesi o kendi inan kullanarmış, nesi o dua edermiş insan için. Da bundan göresin hani adam işlemiş insana dini, hem işlemiş Allah'a dini. Da göstermiş insana nesi lazım götürmeye. Bu ilk adımlarını kilisede nesi lazım inan kullanma, nesi lazım kiliseye gelme, nesi lazım inanma Allah'a. Bunu görerek sevinirsin hani bu dünyada yaşayarak götürmüş kendi служениясını, kendi hizmetini doğru savaşmış insana yardım etmeye, hani insan da bulsun Allah'ı hem de Allah'a hizmet etsin. Allah rahmet eylesin Atец Ильяны, versin ona kendi gök padişahlığını. Bize de, bizim için de varsa da kolaylığı, bizim için de dua etsin Allah'ın önünde. Nesi kaldı hani işlerdi o bizde. Службасын okardı da. Gelirdik ispiyat olardık onda. Konkamızı alardık. Anladardı bize çok işler. Söylerdi. Biz de onu seslerdik. Kahırımızla gelerdik. Söylerdik ona gelermiş söylerdik. O dua ederdi. Da geçerdi giderdim eve. Gelin. Hep birge o işlerdi. O zaman ilkin açıldı kilise bizde. O işledi yanlışa. Bak hepsi jinniye. Stiyonuz ederdi. Vatiz ederdi. Hepsi jini yapardı. Sonra geldi genç batuşkalar işledi. Onlarla beraber da yapıp pek bir son anırız. Bugünkü günde ben onu unutmayayım küçücük. O benim yüreğimde. Duyuyorsunuz mu hani sizin aranızda o yok? Duyarız, конечно, nice duymayız. Nice varınca duymam hani o yok. O nice açıldı kilise, ben постоянно kiliseye gezdim. İleri kapalıydı, sonra açıldı, ben постоянно giderim. 6'da уже утренний yapardım. Biz постоянно erken giderdik. Şimdi biz bulunuyoruz Arhimandrit Julian'ın mezarında. Söylesiniz nasıl duygular sizi kaplarlar? Söylesem жалко hani o nice ayrılandı bizde. Hem de söylesiz ta gelince öyle olunca gelirsin burası. Господь сказал, потому знаете, что вы мои ученики, если любовь имеете между собой. И вот у меня осталась только эта любовь, духовная любовь. Это самое главное мое чувство, которое я питаю к нему. Ну, конечно, в жизни я не часто его недооценивала. То есть ценят человека тогда, когда теряют его. А когда он жив, когда он с нами, как-то так спокойно обращаюсь, спокойно это. Но когда человек уходит, вот тут начинаешь вспоминать, вот, да это ж так, да это было так, как он молился, как он нас наставлял, как он горел, как он хотел, чтобы мы были истинными христианами, и ругал порою, и наставлял, и все, но всегда чувствовалась его любовь, потому что он молился тайно. Вот. И вот эти вот тайные молитвы, они всегда помогали в жизни, в любых ситуациях, будь то болезни, будь то неприятности какие-то, будь то работа, будь то еще. Не только духовная наша, рост духовный, но и житейские проблемы он решал. То есть это все для него казалось легко. Когда мне вот было тяжело молиться, мне было тяжело, вот, а он своей молитвой тайно молился и то есть решал все мои проблемы.
часто очень исцелял. Вот только один случай расскажу, как я пришла в церковь, и первые дни это было. И у меня нога была парализована, я месяц лежала прикованная к постели. А тут думаю, вот пойду в церковь. Но транспорта не было, это же были 90-е годы, у меня транспорта не было. От церкви я живу далеко. И я шла по забору, вот волочила ноги, волочила вот эта нога, как сейчас помню, она у меня была мертвая. И волочила и дошла до церкви. Простояла службу, литургию вел архимандрит Ильян. Не знаю, простояла. Когда шла домой, вы знаете, верите, я летела. Я летела и забыла, что у меня нога, которой я уже целый месяц лежала. И когда я остановилась, как копанная, думаю, ну как же так? А как же у меня нога? Она ж болела, она все, она исцелилась. И больше с тех пор никакого вот паралича, ничего. Вот. Все вот это. И я хочу сказать, что на нашей земле жил святой человек. Он для меня святой. И я считаю, что он заслуживает этого. Потому что даже сейчас на могилке происходит его исцеление. И не раз мне рассказывали люди, что он слышит. И я часто приезжаю сама, даже не беру транспорт, пешком иду с трассы, пешком прихожу, молюсь. Все проблемы я решаю, как говорила блаженная Матронушка, все приходите ко мне, я вас слышу, я вас исцелю, я вам помогу. Вот так же я решаю здесь все проблемы, все. И уже обратно я лечу от него как на крыльях, и все проблемы у меня прям как будто их и не было. Стихотворение я посвятила памяти архимандрита Ильяна, неутомимый пастырь. Сияла яркая звезда на нашем темном небосклоне, но ночью пробудилась я, плыла звезда в глубоком горе. То душа ангелы несли, угас наш пастырь беспробудно, а чада плакали вдали. Вернись, вернись, ведь время трудно. Как тяжко стало жить нам грешным, сироты мы, отец он наш, и наше горе безутешно. Стало время, пробил час. О, Гагаузия родная, ты хорошо ли поняла, какую страшную потерю ты с этой смертью понесла? Кому теперь свои невзгоды, болезни, раны понесем? Кого попросим помолиться, кому с надеждой припадем? Бывало, плакала ночами, что время даром прожила, что прожигала жизнь грехами, а счастья так и не нашла. Он указал дорогу к Богу, душа прозрела, расцвела, и прозвучал в ней голос веры, что до сих пор мертва была. О, пастырь наш неутомимый, за всех за нас болел душой, горел он духом негасимым, нас гореть просил порой. Но нас влекло к земле, идолу, боролся часто он за нас, казался пастырем суровым, но добрым был он каждый раз. Как он спасал нас всех унылых, поклоны клал он до земли. А мы вот батюшку родного, увы, конечно, не спасли. Но и теперь в одни страдания он наши скорби облегчит, и наши страсти, болезни, как прежде было, исцелит. Твоей молитвою святою он не оставит сирот нас. Он жив, он с нами, твердо верим, неутомимый пастырь наш. Тебюля нотада біз башарез бүгінгі біздің программамызды табірса есем сөйлеме. Бүгінгі ден руху программамызды біз яздық бір айыры форматта, чүнкі бүгін керез айын 8-інде тамамlanır 3 yıl nasıl bizim aramızdan geçindi архимандрит Юлиан, аңғысы Чалашты Комрат kasabasının Ayozlu Yuvan предтеча Adnak Lisesi'nde 30 yıldan ziyade kalın bizimle kalın GRT kanalında.